Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Дорогие друзья, обратите внимание, сегодня мы находимся, вы не поверите, в мастерской, но необычной мастерской, бетонная мастерская. Здесь производят изделия из бетона, но они уникальны. А в чем их уникальность, мы узнаем сейчас. И рядом со мной находится основатель этой мастерской. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Аяна Жиркова. Мы вот с мужем Евгением, это наш семейный бизнес, бетонная мастерская Stone City. Расскажите, пожалуйста, кто вы по образованию, потому что навряд ли каждый может вот так взять и открыть семейную бетонную мастерскую. Я сама по образованию бухгалтер. Мой муж инженер-конструктор радиоэлектроаппаратуры. А так мы, в общем-то, года 2-3 назад мы искали, чем бы заняться. И вот нас мотало. Мы, делали немножко тротуарные плитки, делали настенные плитки из бетона. И потом как-то мы смотрели вообще примеры, Pinterest, Instagram. И вот я смотрю, мы нашли в Америке, там были бетонщики, которые делают столешницы для кухонь из бетона. Мы такие, слушай, у нас же классные есть добавки, да, мы подобрали там, прям заморочились, давай попробуем для себя сделать. И мы сделали первую самую нашу столешницу, она у нас на кухне, мы как раз можем ее показать. Да, дорогие друзья, сейчас такой немножко архивчик пойдет, да, вот та самая столешница, которую ребята сделали первым. Ну как, тот эксперимент был удачным или все-таки потом доработать нужно было что-то? Мы считаем, это был удачный эксперимент, поэтому мы даже не стесняемся показывать эту столешницу. Конечно, спустя 2-3 года она видно, она такая, сякая, кривая такая, но на самом деле это нас подвигнуло на то, чтобы дальше заниматься. То есть технически она отвечает всем данным? Да, она сейчас пользу проносит. Да, вот мы сейчас видим уже ваши столешницы этого года, да, это вот последние ваши. Ну, давайте посмотрим на современные столешницы, да, сегодня у вас уже большой опыт. Вот расскажите, в чем преимущество, да, и вообще, чем уникален этот бетон? Вообще говоря, это раковины. Сейчас мы решили сконцентрироваться с прошлого года именно на производстве раковин по индивидуальным размерам. И в чем преимущество? В том, что мы делаем по индивидуальным размерам. То есть есть какой-то нестандартный угол, непонятные углы, да, размер. Стандартная раковина не подходит. Обращаются к нам, и мы берем замеры, мы делаем макет, показываем, можем сделать вот такой слив, и уже подбираем цвет и делаем раковину. Ну а вообще это не требует дальнейшего покрытия, да, вот эта поверхность? Или, мне кажется, это же сейчас так очень модно, да? Вот так прямо и оставляете? По сути, это не голый бетон. Мы его обрабатываем специальными пропитками, которые защищают поверхность от жира, грязи, прочих бытовых загрязнений. А так, да, вот он так выглядит. Бетонная фактура сейчас достаточно такой тренд в интерьере. Да. И даже в ремонте, да, на стенах, на пол, везде это. Этому есть объяснение, потому что бетон – это такой материал фоновый. То есть он не притягивает на себя внимание, да, то есть он не наскучит со временем. И на фоне бетона, получается, вы уже живете свою жизнь, он вписывается в любой интерьер. Иногда говорят, что бетон – это вот чисто лофт, да, история. Но на самом деле нет. Даже в классическом интерьере просто серая столешница, она смотрится органично. А я вот с точки зрения практичности думаю, если белая, да, раковина, да, все время ее мой, намывай, все дела, да, а здесь все, посмотрите, все кстати, завуалировано. По раковинам у нас часто просят именно белые раковины. Да вы что? Да, мы их делаем, у нас сейчас здесь нет примеров, но мы их делаем. Да. А вот цвет, различия в цветовой, да, гамме, это вы просто добавляете специально, допустим, какие-то красители, да, или как это правильно назвать, да, или это разные виды бетона? Нет, мы, получается, добавляем пигменты, как сухие, так и жидкие, в саму смесь. То есть это не покраска сверху лаком, да, если условно мы ее распилим, она будет такого же цвета. Такого же цвета. Что насчет, качеств этого бетона? Износостойкость, морозоустойчивость, не треснет он там, я не знаю, не сломается, разбить можно его с руки или нельзя, вот такие моменты. Надо понимать, что это не обычный бетон, а такой с весьма высокими характеристиками по прочности. Мы делали испытания небольшие, там он показал 47 мегапаскаль на 7-е сутки. Это очень высокий показатель. Даже больше, чем бетон, из которого делают наши дома. Соответственно, он очень прочный, со временем он становится еще прочнее, это очень долговечная история.
Долговечная. Хорошо. Но теперь, конечно, интересует сам процесс вообще производства того самого бетона, потому что готовое изделие выглядит красиво, очень даже так индивидуальный, да, подход такой. Ну а как это все происходит? Я вижу, у вас большая мастерская, ну и здесь процесс у вас кипит, наверное, 24/7. Ну, нет, в рабочее время. В рабочее время, да? Ну хорошо, пройдемте туда, посмотрим, да, немножечко познакомимся. Вот, дорогие друзья, пойдемте вот сюда посмотрим, да, здесь вот это тоже, да, те самые столешницы. Да, здесь раковины, да, они разной раковины. степени обработки. То есть, если там были готовые изделия, то здесь они, кто-то там еще не отшлифован, кто-то еще не пропитан и так далее. Вот а так, да, вот, например, наш сотрудник здесь сам придумал форму. То есть, так как мы делаем все с нуля, это простор для фантазии. Вот что задумали, то можно сделать. Есть, конечно, ограничения, вот их можно придумать. Это такая столешница вот с таким скатом, да? Да, вот она так идет. Покатая Да. такая. Ну, это был как раковина. бы и обучающий момент тоже был для нашего работника. То есть и такие можно, да, волнообразные какие-то, да? Да. Эксперименты проводите. И еще вот обратите внимание на эту раковину. Там у нее так называемый скрытый щелевой слив. Вот туда. Да. Ну, она тут у нас в процессе чистки, поэтому здесь она сейчас под наклоном, а так вода аккуратненько туда сливается. Я такое видела где-то за границей, по-моему, в каком-то отеле. Это очень так модно, да? Да, и круто. Это очень прикольно. Да. Ну да, то есть если сливается просто вот в такую стандартную дырочку, это одно дело, а когда сливается вот так, это уже красота. Да, и еще вот как есть же понятие искусственный камень, акриловый камень, да, вот у них вот такой щелевой слив получить достаточно сложно технологически, а для бетона нет никаких проблем. Да, потому что все можно сделать, да? Итак, дорогие друзья, мы сейчас прервемся на короткую паузу, но затем вернемся, потому что мы уже пройдем в производственный отдел. Итак, самое время поработать с тем самым архитектурным бетоном. Ну, немножечко здесь похимичим, да, посмешиваем, немножко, возможно, практический процесс, как в кулинарии будет. Ну, рассказывайте, что мы сделаем, быстренько покажем хотя бы, как это у вас все происходит здесь. Да, это действительно похоже на кулинарию. Вот вам мука. Все сюда аккуратненько. Да. Все высыпаем. А это что вообще? Вообще это цемент. Цемент. Это белый цемент. Мы будем делать абсолютно белую смесь. Здесь Это у нас песок. Песок. Мелкий. Смотрите, какой белый, красивый Кварцевый песочек. песок. Кварцевый песок. У нас тут собрание белых порошков. Да. А это вот мы называем мука. Каменная мука, по сути. Каменная мука, друзья. И такой это, термин. по сути, молотый мрамор, кстати. Молотый мрамор. И такая терминология есть. Хорошо. Да, это уже добавочки идут. Для чего? Для... Секрет. Разные. Это секретная добавочка. Хорошо. Так, и получается мы добавляем воду. Здесь она тоже непростая, тоже со своими добавками. Вот так вот, дорогие друзья. Видите, все равно секрет фирмы, он присутствует. Но, кстати говоря, и самое-то главное, тут же очень важно, значит, соотношение. Конечно. Это тоже в тайне. Да. У каждого бетонщика и рецептура это вот прям все вот так. секрет фирмы. Да, дальше мы немножко размешаем, а потом я замешаю это уже миксером, да. А вы в это время выберете цвет. Мы можем придать цвет. Ага. Так. У меня есть фуксия, сиреневый, голубой, зеленый. Так, ну, я думаю, возьмем фуксию. Фуксию, как ваш свитер, да? Да. Я только что и хотела сказать, я же знала, куда я иду. Поэтому будет фуксия. А что мы будем делать сегодня? Вот сейчас заливать формочки, что у нас выйдет? Так, у нас выйдет вот такая вот... такое кашпо. Кашпо, вот и такое. Если хватит, еще круглое возьмем. Вот такое. Обратите внимание. Кстати говоря, вот если посмотреть визуально, очень все такое, знаете, очень похоже на изделие из глины, да? Практически. Но если вот так сравнивать, мы тоже снимали уже программу про гончарное искусство, но здесь все намного... как-то, знаете, плотнее, что ли, я бы сказала. И прям поверхность гладкая-гладкая. Вообще идеальная гладкость. Другая прочность. И здесь, конечно, не нужен обжиг. Но изделие, конечно, будет стоять сутки. Да, но смотри, то есть это можно спокойно уронить, оно не сломается? Нет, не сломается. Действительно? Даже можно в кого-нибудь допустить, и Это тоже не сломается. уже опасно. Да. Это уже опасно. Вот можно посмотреть, как она смесь меняется. Она Она позеленела. становится как... Нет, она немножко... как белая просто, да? Как тесто, да? И всё, вот она двигается. Нужно дополнительно сейчас быстренько Это все быстро прошурую. делается. Да, у нас определенное время нужно выдержать, успеть залить, чтобы оно не схватилось.
поярче, да, наверное? Итак, розовая смесь цемента у нас готова. Вы знаете, очень приятный цвет. Я сразу представила, можно же сделать, во-первых, себе розовые бетонные шкафчики в ванной, да, там же сделать розовую столешницу, поставить туда розовое кашпо. В общем-то, и при желании еще можно, наверное, и ванну отлить. Да, розовую. Розовое. И будет у нас такое розовое настроение. Так, Да. ну хорошо, цветная смесь готова, мы заливаем ее уже в формочку, да? Да, она у нас уже ведь, под воздействием добавок стала вот такой, как сказать-то, очень текучей. Да. Очень интересной, да. Сейчас берете, зачерпываете и будем накладывать форму. А здесь есть какая-то определенная... Нет, она сейчас сама уходит, ничего страшного. сюда по если центру пролить. ее? Да. И Так будем немножко вот так руками вибрировать. Чтоб оно... Мгм. Ну, она сама тоже растекается, ну, добавочно вибрация идет. Хорошо, а сколько потом по времени оно засыхает? Ну, где-то сутки. И все. И дальше просто достается готовые варианты, и все? Да. Мгм. У меня, кстати, есть вот тут вчерашняя заливка. Можем быстренько её вытащить. посмотреть как, да? Как она вытаскивается. Так, по-моему, уже хорошо, да? Ну, Или нет, еще Еще добавьте. чуток. Чуть-чуть. Очень увлекательный процесс. Вам можно даже, наверное, мастер-классы какие-то проводить, да? Для людей, кто хочет сделать вот Еще хотя бы немножко. так, еще немножко. Я Очень. вот на ярмарках с горшками когда-то стояла, вот с людьми общаемся, и они такие, давайте сделайте мастер-класс. Да. Это очень интересный процесс. Но никак пока не дойдем до этого. У вас своей работы полно, да? Мгм. И Так. еще немножко. Там Еще побольше, немножко. А да. я уже вижу, да, что я уже практически специалист. Мгм. Так, ну что? Всё, да. И вот так вот все это вибрируется. Ну что, мы залили нашу бетонную розовую смесь в формочку. Сколько она будет сохнуть? Она будет сохнуть сутки. Сутки. Но, к сожалению, время нашего эфира ограничено, поэтому мы не сможем находиться здесь сутки, поэтому уберем это в сторонку, да. Но у нас есть залитый. Вчерашняя заливка. Мы вчера ее Вчерашняя заливали. заливка, да? Давайте посмотрим вообще, как далее процесс происходит этот, да? Да. Ну вот, получается, Всё из очень просто, силиконовой да? формы, да, втаскивается. Вот так. Здесь у нас был недолив, то есть одна смесь была такая, не дошла, короче. И мы сделали новый замес, и она уже немножко другого цвета вышла. Ну и получилось так креативненько, так сказать. Да, вот. Обратите внимание, дорогие телезрители, просто вынули из формочки, а оно уже все вот такое, какое оно должно быть. Гладенькое, здесь есть определенные такие Да, их пористые, мало, кстати. пористые Хотя дырочки. мы их вообще символически так постукали. И все. То есть тут немножко осталось отшлифовать и... Да, я обычно тут дно шлифую, чтобы было, да, вот без резких перепадов, чтобы не царапалось. Ну, иногда пропитываю, чтобы придать глянцевый или матовый такой вид. то есть каким-то лаком покрываете или что? Да, пропитка. Не, Иногда, да. по мне, например, наоборот, вот такая матовость, тоже она прям- пойдет. это прям изюминка же именно вашего производства, да, ну классно, очень круто смотрится и действительно не так все сложно, ну и мне кажется, нужно проверить на прочность. Все-таки мы же говорим, что это не глина, это не какое-то керамическое, да, произведение, это у нас все-таки тот самый бетон. Архитектурный бетон. Архитектурный бетон. Ну и, конечно, бетон любой проверяют на прочность. Если честно, страшно даже представить, как можно такой элемент декора взять и вот так об пол стукнуть. Но мы попробуем. Да, ну да, мы возьмем тогда... Потолще вот этот- чуток. Который не жалко. Нет, ну просто через сутки он все равно такой Хрупкий слабенький, еще. да. Так, нужно, наверное, отойти будет, потому что показать, что мы реально будем ронять это на пол, да? Видно там все хорошо? Вручаю вам, чтобы Так, потом не было никаких вопросов ко мне. Так, смотрите, дорогие друзья, вот такая чаша, да, или что это, кашпо. Кашпо, да. Здесь у нас на полу что? Бетонный пол. Бетонный пол. Бетон. Страшно. Ну, честно, кажется, что что-то пойдет не так. Давайте я вот здесь уроню, чтобы было видно. Раз, два, три. И он остался целым. Посмотрите. Ну, посмотрим, что не там случилось трещин, с ним. ничего Да, нет. где его удар
Наверное, где-то здесь, возможно. И даже трещин нет, обратите Да, внимание. Может быть, здесь. Всё. Ну-ка, еще раз покажу. Смотрите, дорогие друзья, еще дубль 2. Бедный горшок. Да, итак, смотрите, раз, два, три. С высоты моего роста, так сказать. Упал, ребенок уронил дома, мама довольно поднимает, и все цело. Вот они, прелести, да, архитектурного бетона. Что еще можно из него сделать, и как с ним работать еще, мы узнаем прямо сейчас. Дорогие друзья, сейчас мы перенесемся в производственную зону бетонной мастерской и посмотрим, как, из чего все начинается. И рядом со мной находится Евгений, он уже подготовил бетонную смесь. Ну, а что мы будем делать далее, сейчас немножко расскажу. Значит, один из видов, да, изготовления той самой раковины, да, это вот то самое напыление. И также напыление еще используют, как мне сказали ребята, при оформлении ресепшена, да, то есть стойки. Такой вид создания какого-то элемента в вашем доме, это вот напыление. Как это все будет происходить, вы увидите прямо сейчас. Итак, дорогие друзья, Евгений закончил процесс напыления. Обратите внимание, да, это тот самый первый слой, косметический такой слой, да, вот его напыляют. Затем уже следующий процесс – это налепление. Налепление того самого, той самой бетонной смеси. Вот так она выглядит в сухом виде. Затем это все размешивается и уже потом вручную лепят уже вот сюда, вот так лепят, и затем это все сохнет. И, как мне сказали ребята, весить такая раковина будет порядка 30 килограмм. Ну, то есть это достаточно кропотливый процесс, но оно того стоит. Красота требует, ну, вот таких хотя бы временных жертв. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас мы узнаем, из чего же делают архитектурный бетон и вообще как с ним работать. И в этом мне, конечно же, поможет специалист. Здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Евгений. Я, собственно, разработал состав для нашей мастерской и отвечаю именно за эту часть. Вообще, из чего состоит этот уникальный бетон и чем он отличается от такого классического, который в представлениях у многих? Ну, здесь мы вынесли свои ингредиенты. Здесь показано 8, ну, иногда бывает 9 ингредиентов мы используем именно в нашем бетоне для того, чтобы получить высокое качество. Всегда используем высокомарочный цемент и различные добавки. Они почти размером как цемент, ну, такие пылевидные. Они повышают морозостойкость, текучесть и многие другие характеристики. Вот это что такое? Расскажите, пожалуйста. Очень интересная вещь. Кажется, как будто это какой-то элемент декора. На самом деле это... Мы не используем у себя металл. То есть арматуру? Вот арматуру, металл никакой мы не используем. Это фиброволокно. Оно, ну как, что-то вроде песка в виде нити. То есть там практически схожий состав именно с песком. То есть это такая альтернатива, да, тому самому стекловолокно, песку. да. Вот так вот, да. То есть вот это придает ту самую прочность, да? Да, это один из ингредиентов, который армирует именно бетонную смесь и не дает, в случае чего, растрескиваться. То есть, если у вас где-то трещина пошла, она не даст
А, То вот есть это сдержит, да? Все сдержит. Вот, вот здесь мы видим предметы, да, вот непосредственно вашего производства, да, это какие-то плиты, да, это просто для, так сказать, Салфетница. салфетницы, да, для интерьера. Здесь у вас тоже такие элементы Да, декора. мы здесь вот решили тоже поставить несколько элементов для того, чтобы ну, как-то продемонстрировать бетон. Это такой материал, и, собственно, все его границы кончаются в воображении. То есть сколько у вас хватает воображения, настолько можно, в принципе, создать и форму, и уже залить, либо напылить изделие. Да, вот Здесь мы представили несколько вариантов. Ага. Вот как салфетница. Это для ресторана. Да, Мы да, изначально делали на 3D принтере макет, то печатали. есть сначала все начинается с макета, да? Вот, да, В примерно принципе, так? да, как пример, можно посмотреть. Все необходимые размеры Замеряются. замеряем, вбиваем, рисуем само изделие, да, все его мелочи досконально, чтобы никаких огрехов не было. Далее мы уже все это распечатываем и подготавливаем форму. А форму из чего делаем? Ну, допустим, даже Здесь вот вот- взять раковины, да, на которых вы специализируетесь. Из чего делается форма? Так, ну, вот так. к примеру, раковины производится вот так. То есть берется лист ЛДСП, раскраивается, далее идет ПВХ. ПВХ обрабатывается. Здесь мы выработали специальную технологию для того, чтобы ПВХ не адгезировал с бетоном. А если этого не делать, то ПВХ намертво прилипает, и, собственно, изделия вы уже не получите. Здесь вот свой секрет. То есть, да, тут еще целая такая, знаете, история, да, изготовить ту самую форму, в которую вы потом заливаете бетон. Да, и мы добились такого результата, что эта форма стала многоразовая. То есть мы эту форму можем использовать по нескольку раз. Это достаточно большой результат, потому что когда, ну, то, что мы видели у наших, можно сказать, партнеров, те, кто в России занимается подобными изделиями, они обычно формой, если делают из ПВХ, их ломают. Она одноразовая. А у вас многоразовая. Да, это вот чисто наша. Классно. А вообще в Якутии вы единственные, кто занимается подобным делом? На да? всей республике, да, мы единственные. Есть несколько крупных компаний именно в крупных городах, миллионников. Мы для Якутии это такое Да, достижение, мы да? вот достижение. Хорошо. Ну, пройдемте обратно, да, вернемся в нашу производственную зону, да. Хорошо, вот вы это все правильно смешиваете. Ну, конечно, весь секрет мы не будем рассказывать, дорогие друзья, в каком, значит, процентовке все это смешивается. Ну, в общем-то, понятно, да, вот очень много здесь элементов, да, для создания того бетона. Вы все это замешиваете, делаете макет, да, ну и, соответственно, заливаете все это в форму. Да, и вот несколько видов форм можно, в принципе, продемонстрировать. Вот здесь вот это шкафчики, их несколько штук, сюда только два поставили, и стоят друг на друга, как полочка. То есть это здесь сантиметр толщиной. Для бетона, для строительного бетона это невозможно. Это как магия. Он сломался бы из строительного Он бетона. сломался бы, да. А мы, в принципе, здесь можем Вот и толщина, посидеть. Даже и То посидеть есть можно. это, да, достаточно прочно. Как пример, вот из глины, из пластика какого-то полимерного Да-да-да. вот делали кактус, там люди. Мы через силикон, залили все это силиконом, и, в принципе, вот такой кактус. То есть тоже можно сделать Можно даже такое. сделать, Ну, да. правда, тяжелое, товарищи, но Да. это прям, мне кажется, на века. Но вот это очень интересно, да, вот обратите, толщина-то совсем небольшая, ну а прочность, если сравнивать с обыкновенным бетоном, она намного Выше. выше. Ну а вообще вот фактура, да, мы же видим вот здесь, она немножко, знаете, такая прям гладкая-гладкая, да, а здесь она немножко другая. Это от чего зависит? Здесь уже от стиля обработки, от самой смеси все это подбирается. Здесь, к примеру, вот этот серый цвет сохранен. Это бетонное молочко. Оно тонким-тонким слоем на поверхности бетона находится и как бы создает такую равномерную окраску. Да? Если вот посмотреть чуть-чуть здесь, оно вот, к примеру, не знаю, видно? Да. То если молочко мы убираем, в зависимости от наполнителя, от того песка, который мы добавили, можно создать уже более интересную фактуру. Ну она такая уже дырочку, как будто бы дырки мелкие, дырочки такие, знаете. Ну Камушек. как пористый шоколад примерно, да? Выглядит так. В зависимости от добавок тоже, да. Ну, как примеры. Да, Мы да, сейчас да. больше на раковинах, на крупных объектах, но как примеры.
Вот такие, да? То есть, а здесь идеально гладкая матовая поверхность. Да. Это все делалось через силиконовую форму. Но здесь нет ни покраски, ничего. То есть здесь нет Ничего краски. нету. Обратите внимание, это не крашеное изделие. Вот, это просто залитый бетон и, пожалуйста. Для того, чтобы изначально высокомарочный бетон может быть серым, светло-серым и белым. Если мы используем белый, то в принципе его можно колеровать. То есть есть специальные пигменты, есть на водной основе, да, есть порошковые. Вот добавили пигмента, и уже будет Да, и такой, с помощью этих пигментов мы как раз и задаем палитру. Дорогие друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Если вдруг вы захотите приобрести для себя изделия из бетона, из архитектурного бетона, вы можете это сделать даже у нас в Якутске, потому что у нас есть замечательная мастерская, это Stone City. Возможно, захотите вот такое кашпо, либо такие интересные полочки, а может быть, вы нуждаетесь в столешнице на кухню или классной и замечательной раковине, обращайтесь. Контактные телефоны редакция может предоставить вам в любое время. На этом у нас все. Увидимся. До новых встреч.